Фестиваль Хибла-Гирзмава приглашает в этом году празднует свое 19-летие. В 2020-м фестиваль не состоялся в Абхазии из-за пандемии. В этом году анонсировался на август, но ковидные ограничения снова не позволили провести мероприятие. Концерт в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера тоже анонсировали, но зрители до последнего не были уверены, состоится ли фестиваль, ведь сам театр, как и другие учреждения культуры, закрыт. Когда билеты появились в продаже, их раскупили за считанные дни. Во-первых, событие долгожданное, а во-вторых, мест в 2 раза меньше из-за требований по социальному дистанцированию. Очень важно, что этот фестиваль проходит регулярно в нашей стране, что Хибла уделяет этому большое значение, что она всегда придумывает что-то очень интересное для абхазской публики, которую она очень любит и которая отвечает ей взаимностью. И в Абхазии все знают, что Хибла-Гирзмава – это наше национальное достояние. Первая часть программы «Романсы». Лаконичная сценография только усилила впечатление от невероятного голоса Хиблы-Гирзмава. Зачем с ума меня ты сводишь, когда ж любую на тебя и взор скоростью отводишь? Кроме русских романсов, в программе фестиваля французские оперные композиции, а также партии из великих оперных произведений, в том числе знаменитая каватина Нормы из оперы Беллини. Абхазская часть 19-го фестиваля наконец-таки открыта, и дальше мы будем служить с Екатериной Ганелиной, с моим бессменным концертмейстером, изумительной пианисткой, заслуженной артисткой Абхазии. Завтра будем служить еще один концерт в этом потрясающем театре, который, я надеюсь, сегодня открыл двери и больше никогда не закроет. 4 раза народная артистка Абхазии и России выходила на бис, потому что зрители отказывались расходиться и продолжали аплодировать. В очередной раз Хибла-Гирзмава спела абхазскую народную песню вместе с гостями фестиваля. Девятнадцатый фестиваль Хибла-Гирзмава приглашает, как и многие предыдущие, не состоялся бы без поддержки мецената, друга народной артистки Николая Ачба. Конечно, мне кажется, что вот такое время, когда мы все близки к депрессии, когда уже 3-й год бушует эта проклятая болезнь, уносит жизни людей, мне кажется, что вот такие мероприятия, они напоминают нам о том, что кроме горя, кроме болезни, есть еще и другая жизнь. О ней не надо забывать, надо пытаться в любое время радоваться жизни и искать какие-то добрые, хорошие чувства в это время. Весь вечер Хибла-Гирзмава пела под аккомпанемент рояля, который совместно с меценатом Евгением Палантом преподнесла в дар Сухумскому музыкальному училищу. Мне очень понравился звук, очень понравилась такая полет этого звука, динамика от пианиссимо до форте. Это, конечно, очень важно для музыкантов. И я думаю, что наши дети будут рады тому, что в нашем зале будет стоять такой потрясающий рояль. Тем более, что последние, наверное, лет 50 наши инструменты не обновлялись, и для нас это очень важно. После концерта Хибла-Гирзмава вышла на встречу с журналистами. В ноябре, если ситуация с коронавирусом в Абхазии не ухудшится, планируется еще один масштабный концерт оперной дивы с оркестром. Зависит от того, будет ли открыт театр. Я надеюсь, что театр будет открыт с сегодняшнего дня, и никогда эти двери не закроются. Мы приезжаем сюда. Это виртуозы Москвы, надеюсь, с маэстро Спиваковым, потому что у нас немного поменялись планы, и у людей, понятно, тоже меняются планы. И я очень надеюсь, что мы в ноябре приедем, мы будем служить очень красивый концерт с оркестром «Виртуозы Москвы».
За пультом, я надеюсь, будет маэстро Владимир Тодорович Спиваков. И у нас будет оркестровый такой концерт. Это следующая часть нашего 19-го фестиваля. В следующем году фестиваль отметит 20-летний юбилей. Все задумки, которые не удалось реализовать в годы пандемии, как, например, концерт у стен Бедийского храма, вполне возможно, будут реализованы в следующем году, потому что, как говорит народная артистка Абхазии и России, Хибла Гирзмава никогда не оставляет свои планы. Если план есть, он будет реализован. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ.